Готов ли Сунжинский стадион к проведению торжественных мероприятий, расскажем через минуту. Открытый урок ко Дню гражданской обороны прошел в лицее Магаса. Проверили мастерство пейзажной фотографии не только экскурсия в горах и на равнине Ингушетии. Добрый вечер, это новости на Национальном. До праздничного концерта к 250-летию единения Ингушетии с Россией меньше недели. Быстрыми рабочими темпами идет реконструкция стадиона имени Дьякова в Сунже, где и пройдут основные торжества. Готов ли спортивный объект, узнала Дана Приева. Рабочий процесс на стадионе кипит с утра до вечера. Быстро, слаженно, а главное качественно. Под таким девизом реконструкция стадиона уже движется к финалу. Одновременно на разных участках трудится порядка 50 рабочих. Уже все административные здания, все сооружения, которые на объекте, они уже завершены. Мы к 8 числу хотим полностью отсюда выйти и завершить все работы. Очистные сооружения, есть пожарные водоемкости, поменяли всю электросеть. Поменяли все, скажем, водопроводы. В целом все сооружения были полностью реконструированы. Стадион, не подвергавшийся капремонту несколько десятков лет, теперь не узнать. Спортивная, волейбольная, баскетбольная площадки, теннисный корт, беговые дорожки не оставят равнодушными любителей спорта. Пристальное внимание уделили освещению. На поле установлены несколько прожекторов. Здесь также будут проходить и культурно-массовые мероприятия. В следующую субботу здесь на стадионе состоится концерт, приуроченный 250-летию единения Ингушетии с Россией. На сцене, кроме наших артистов, будут выступать и звезды российской эстрады. Ну а тем, кто не сможет прийти на праздник, волноваться не стоит. Во всех городах и районах республики будут установлены экраны, где будет вестись прямая трансляция. Собирать сцену шириной 24 метра, где пройдет праздничное трехчасовое представление, начали совсем недавно. Закончить намерены через пару дней. 8 числа здесь планируют уже проводить репетиции. Планируется сценическая конструкция, 2 трибуны на 400 мест каждая, плюс достаточно большой шатровый городок за сценой для артистов, так как на бэкстейдже у нас будет порядка 400 человек. Также будет шатер для прессы, шатер для VIP-персон и немножко спецэффектов на время проведения. Стадион может вместить более 2000 зрителей. Увеличить число посадочных мест помогут и сборно-разборные трибуны рядом со сценой. Завершается ремонт ложи и комментаторской. Остались лишь небольшие внутренние работы. А от палящего солнца или проливного дождя зрители защитят навесы. Возводит их бригада из 12 человек. На данный момент наша строительная бригада, то есть бригада монтажников, занимается возведением монтажных конструкций. То есть это ферма-колонна и плюс кровельные работы будем сейчас начинать. В течение 2-3 дней у нас полностью завершаются монтажно-кровельные работы. Позаботились здесь и о маломобильных гражданах. Места в первых рядах для них. Более того, отстроили отдельный вход. Всего их 3. Во время концерта здесь же появится и 3 контрольно-пропускных пункта, а для соблюдения санитарных норм на входе гостям будут измерять температуру и раздавать маски. К помощи подключат и волонтеров. После завершения всех строительных работ, то есть вывоза мусора полностью, всего остатка строительного будет полностью обработана, санитарная обработка будет производиться, то есть стульев, помещений, также и площадки, и места, где будет скопление большое количество людей. Рабочие почти закончили укладку плитки, декорирование колонн, полностью завершенный ремонт административного здания, а неподалеку открыты 3 торговых павильона для зрителей. Но стоит предупредить, накануне, в день самого торжества, в городе ограничат движение транспорта. Хотелось бы обратиться к жителям города Сунжа, чтобы они с пониманием относились к некоторым неудобствам, потому что улица от Калинина до сельхозрынка Баиджи у нас будет закрыта для транспортного передвижения. Это Луначарского, Дзержинского, там тоже будет перекрыто движение. То есть гости, приезжающие в город, будут высаживаться на территории сельхозрынка, там мы обустроили парковку для транспорта, пересаживаются на автобус, который их будет доставлять на место проведения мероприятий. В день празднования организаторы обещают зрелищное шоу в исполнении авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В свою очередь, сотрудники администрации просят не беспокоиться жителей города, когда самолеты будут пролетать низко. Дана Плива, Магомед Белакиев, Новости 24.
10 октября в Сунже в связи с проведением торжественных мероприятий с 13 и до 23:00 движение автотранспорта будет перекрыто или ограничено по следующим направлениям. По улице Калинина от улицы Стадионной и до Плиева, участок улицы Дзержинского от улицы Плиева и до Хашагуликова, участок улицы Луначарского от улицы Плиева до Хашагуликова, участок улицы Хашагулькова от сельхозрынка до Калинина, участок улицы Колхозной от Калинина и до Сейнароева. В спортивном клубе «Ади Ахмат» к 250-летию единения Ингушетии с Россией приурочили шахматный турнир. Организатор Министерства по физической культуре и спорту Ингушетии. Тихая игра, в которой все решает тактика, склад ума, впервые собрала всех участников клуба после карантина. Турнир проходил в 9 туров. На каждую партию давалось по 5 минут. В шахматных баталиях сошлись начинающие опытные игроки. На карантине были, наверное, онлайн шахматы. Кто-то, может, здесь забросил, кто-то тренировался. Но когда нету играть, нету живых турниров, трудно понять даже самому себе, какой у тебя уровень, для чего ты тренируешься. А здесь это все можно отработать, свои навыки какие-то, и посмотреть, стоит ли добавлять тренировки, стоит ли там что-то пересмотреть, может. У кого пропал интерес, тот может поучаствовать в турнире, он снова проявится. Сегодня День гражданской обороны МЧС России. Общая группировка сил ведомства – это больше 1 миллиона человек, стоящих на страже безопасности жителей страны. Специально к этой дате сотрудники МЧС провели открытый урок в столичном лицее. О каких правилах безопасности рассказали школьникам, расскажем в сюжете. Что нужно делать, если в помещении вспыхнул пожар? Как вести себя в этой ситуации? Небольшой опрос учащихся перед открытым уроком сотрудников МЧС приятно удивил. Правила пожарной безопасности дети знают на твердую 5. Если пожар, надо взять, намочить полотенце, чтобы газ на тебя не попал. Еще надо в экстренной ситуации, когда все начинает гореть, либо надо быстро выходить из здания, а по лифту никогда нельзя идти, потому что лифт может застрять при пожаре. Или ты можешь упасть вниз, потому что лифт может остановиться. Как пользоваться огнетушителем, тоже знают многие. Показать свои умения сразу вызвались несколько добровольцев. Ну, вытащить кольцо одно и вот так зажать. Ага. А так пофотили, а шланга фотились. Вот как Хажу. Цуёг шмехти, цуёг шмехти, да ты вахи. Солисты да цуодыш. Нах боли, на хайстер бяхи. Хаху бяха, на халакетки. А то есть. Больше всех отличился Расул Алиханов. В свои 11 мальчик уже решил стать пожарным. И правила поведения при ЧС давно усвоил. В первую очередь, отмечает он, при эвакуации нужно вывести людей, а затем потушить пожар. Нельзя никогда паниковать, а то можно там куда-то заблудиться, и все, тебя закроет, и может ты сгоришь. Если надо пользоваться огнетушителем. Надо взять огнетушитель, снять с него кольцо и направить шлангом где источник пожара. Благородная профессия пожарного с детства пленяет многих мальчишек. Вот и Дауд Плиев надеется в будущем помогать огнеборцам. Я буду собирать роботов, которые будут помогать людям. Первый мой робот будет помогать пожарным. Он будет огнестойким, и он будет тушить пожар за место пожарных, чтобы их жизни не поддавались риску. Он будет всегда проходить через огонь и спасать всех людей, которые будут в горящем здании. Открытый урок сотрудники МЧС приурочили ко Дню гражданской обороны России. Он отмечается 4 октября. В ее состав входит противопожарная служба, авиация, войско гражданской обороны и поисково-спасательные подразделения и МЧС. Ежегодно огнеборцы тушат сотни пожаров по стране. Также проводят немало вот таких внеклассных занятий. Если кто-нибудь отсутствует, вы докладываете учителю. Вот такого ученика нет у нас. А учитель своим ходом дальше уже докладывает директору. Нередко возгорание случается из-за детской шалости. Правда, в нашем регионе это происходит нечасто, отмечают МЧСники. Тем не менее, детям необходимо знать на зубок эти правила. А потому открытые уроки ведомство проводит со школьниками ежеквартально. Чтобы объяснить и рабочему персоналу, и маленьким детям, что делать, какие действия предпринимать, как эвакуироваться, ну и все, что необходимо делать при пожаре. У меня сложилось очень хорошее положительное впечатление, так как я даже не ожидал, что у нас школьники, особенно 5 класса, у них есть какие-то знания по пожарной безопасности.
Учащимся еще раз напомнили, при возникновении пожара обязательно звонить по номеру 101 или 112, знать план эвакуации и место хранения огнетушителя. Всегда быть осторожными с пиротехникой, спичками и другими горючими веществами. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Правительство расширило обязательства регионов по решению проблем обманутых дольщиков. Они должны будут отчитываться о защите прав пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы. Планы графики по решению проблем обманутых дольщиков составляют руководители регионов. В таких документах указывается перечень проблемных домов и недобросовестных компаний, количество обманутых дольщиков, а также меры, способы и сроки восстановления их прав. Руководители регионов должны обновлять план-график один раз в квартал и размещать его в единой информационной системе жилищного строительства на сайте нашдом.рф. Это поможет гражданам следить за актуальной информацией о ходе строительства проблемных домов. Сагапши благоустраивает кладбище Гатагажевых. Представители рода общими усилиями преображают надгробия своих предков, многие из которых были известными и уважаемыми людьми в народе, и не только. Микаил Тангиев о проводимых работах. Место встречи молодежи и старшего поколения из Тейпа Гатагажевых у родового кладбища. Здесь, на Псуахинской возвышенности, похоронен известный представитель Тейпа Аламкаш Гатагажев. Но многие другие надгробия не сохранились. Усилиями однофамильцев здесь провели большую работу по благоустройству кладбища. بارج دوست دوش و پروش خنیر و در چرت ماسه دوش بارجش حگوش ده هاج که در چرتش حگوش ده ها نه خدا اندازه قیری ده که نه هایر کشمش دور خود دوش دوش خطیبه نه باکش خشتیبه نه باکش کشمش دیر کرد حیا دیان تخوانس دست آن دیاست В 1858 году Аламкаш Гатагажев был награжден орденом Андрея Первозванного 4-й степени. Будучи юнкером Российской империи, это приравнивало его к дворянству и давало право на земельный надел. Позже на этой территории Аламкаш основал свой хутор, который получил название хутор Гатагажевых. Выписки, архивер, выписки. Что-то я жду, выделить Гатагажеву Аламкажу Эберговичу за хорошую службу 150 десятин земли, 180 гахалов между двумя холмами, да, барьери. Между двумя холмами. С 1863 года Аламкаш Гатагажев был назначен главой селения Сагапши и до самой смерти пробыл на этом посту, помогая односельчанам и словом, и делом. Вспоминая своего великого предка и тех, кто здесь похоронен, старейшины прочитали мавлид. Тхамат села Сагапши Карши Гандалоев поблагодарил Гатагажевых за то, что они не забывают свою историю. يرتا أضد صلاح حلوار حنشوار قوروار دعسك الحلوار شين حشوين أخا متجي لامز دي متجي مسلوش ده هم واشته دقة حديت أخر خذين لوش نامر حديت دولش ده زيهم. Впредь представители Тейпа планируют продолжить работу по благоустройству кладбища и территории хутора Гатагажевых. Это место – часть истории ингушского народа, которую мы все должны беречь и ценить для будущих поколений. Микаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Техника декупажа, кашпо, скраб, букинг – все это разнообразие мастер-классов доступны для юных жителей региона. Молодгири Бузуртанов реализует грантовые проекты молодежных инициатив. Желающих обучиться декоративно-прикладному искусству предостаточно. Хава Гагиева продолжит тему. Нарисовать яркую картину за 5 минут. Сделать вот такой интересный антистресс. Все это и многое другое можно было сделать сегодня здесь, где проходила реализация грантового проекта форума «Машук». Мария Маздоева – одна из тех, кто всегда с радостью приходит на подобные мероприятия. Девушка признается, учеба и домашние хлопоты остаются на втором плане, когда есть возможность подарить счастливые моменты детям. Рисуем мы, как видите, из подручных средств, то есть звезды мы можем делать этой же зубной пастой, а небо мы можем рисовать губкой обыкновенной. Так, начнем. Техника декупажа, кашпо, скраббукинг для самых терпеливых. Мастер-классы тут можно найти на любой вкус. Идея для проекта Молдгири Бузуртанова возникла давно. Сначала это были занятия на базе клуба добрых людей, а уже сейчас это реализация проекта на федеральном уровне.
Самое важное для меня, в принципе, я думаю, этого достиг. Судя, как вы видите, ребята работают, студенты. Цель была популяризировать творчество, чтобы студенты им занимались. И мало того, что занимаются, они учат этому уже детей опять. Проводят мастер-классы для детей уже они сами. То есть, если я проводил для них мастер-класс, теперь они проводят для других их. Добро объединяет. Именно с таким девизом пришли поддержать своего друга и сотрудники клуба добрых людей. Для наших детей было праздником, то есть они очень любят его мастер-классы. И сегодня также во время данного мероприятия очень много мастер-классов, где участвуют наши детишки. И, конечно же, им все очень нравится, и мероприятие проходит очень весело. Прыжки в высоту, молчанка, портреты на скорость. Не только мастер-классы, но и конкурсы. Ислам Альсагов решил соревноваться в последнем. Нарисовать маму нетрудно, если не забывать о самом главном. Коричневые глаза, черные волосы, и она носит хиджаб. А что тебе больше всего нравится в твоей маме? Доброта. Что? Доброта. Доброта? А ты сможешь нарисовать добрую маму? Как ты считаешь, можно ли нарисовать добрую маму? С улыбкой можно. Яркие краски, сладкие угощения, веселые игры. На празднике постарались учесть все нюансы, чтобы развеселить и детей, и взрослых. Хадижа Цагова пришла по просьбе детей. Девочки так сильно упрашивали маму, что отказать не смогла. Сегодняшний праздник подарили им много положительных эмоций. Наши дети участвовали в разных конкурсах, выигрывали призы, участвовали в мастер-классах, нам очень понравилось. И было бы хорошо, если такие конкурсы были бы чаще и побольше. А прямо перед сценой развернулась настоящая гримерная. Здесь для детей проводят мастер-классы по аквагриму. На лицо наносят специальные краски. Всего за считанные минуты можно превратиться в красивую бабочку или супермена. Когда мне его рисовали, мне было 6 год. А сейчас она тебе нравится? Да. Нравится. А что тебе больше всего нравится? Кошка. Сейчас для Молдгири Бузуртанова второй этап реализации грантового проекта. Однако на достигнутом парень останавливаться не собирается. Впереди больше идей и больше таких счастливых моментов. Коллективное фото как окончание хорошего дня. Именно так должны заканчиваться мероприятия. Хава Гагиева, Магомед Шоухалов, Новости 24. Приятное с полезным совместили участники фототура «Выше гор». В объективы блогеров попали прекрасные пейзажи Джайрахского района и равнины Ингушетии. Экскурсия – это проект Пятимат Абдусаламовой из Дагестана. Она выиграла грант на форуме «Машук». Харун Астоев продолжит тему. Больше и больше российских туристов интересуются достопримечательностями родной страны. И красоты Кавказа в этом списке занимают особое место, так как колоритность мест, которые можно посетить, и народов, которые их населяют, просто уникальна. Авторские туры по России организовывают многие деятели культуры, искусства, а также блогеры, которые на просторах интернета знакомят потенциальных туристов с красотами нашей необъятной страны. Ингушетия в рамках социального проекта «Выше гор» вошла в список регионов СКФО, через достопримечательности которой проходит турпоездка команды блогеров из Дагестана. Муайза Абдулаева, не раздумывая, приняла предложение от организатора проекта, хотя на сборы и подготовку оставалось совсем мало времени. Очень хотела поехать в рамках ее проекта. Мы раньше с ней посещали очень часто горные районы Дагестана. Это наше любимое занятие, любимый наш досуг, и поэтому я была очень рада этому предложению и с удовольствием согласилась поехать именно в Ингушетию, потому что это единственная республика, где я не была. И я не понимаю, почему я раньше не приезжала. Есть места, которые я нигде бы не увидела, и увидела здесь, и поразилась их красотой. Большое впечатление на блогеров произвела горная Ингушетия. Несмотря на то, что в их родном Дагестане не менее впечатляющие красоты природы. Оказавшись на равнинной части республики, члены группы турпроекта открыли для себя много нового о нашей истории, посетив мемориал памяти и славы. Для Полины Дебировой это уже 4-й проект за 7 лет. В одной из таких турпоездок она встретила своего будущего мужа, и теперь они путешествуют вместе всей семьей. Мы приехали всего лишь на 2 дня, и у нас была такая насыщенная программа поездки. Мы должны были посмотреть водопады, горы, башни в горах, подняться на канатной дороге, посмотреть все достопримечательности и замечательную природу Ингушетии. 11 человек в группе, и мальчики, девочки, все увлеченные блогеры, все очень много путешествовали по Кавказу, имеют уже большой опыт поездок, как в палаточном каком-то составе, так и отдых в гостинице.
Путь туристов-блогеров продолжается в Магасе. В программе посещение 100-метровой башни Согласия и экскурсии по этнографическому музею. Здесь путешественники испытывают то чувство, когда время замедляет свой ход, чтобы дать возможность в полной мере насладиться и погрузиться в атмосферу быта ингушей, давно канувшую в прошлое. Идея этого фотоблог-тура зародилась из другого проекта, ранее удачно защищенного на Машуке, но с новыми креативными решениями. Автор Патимат Абдусалаева. Девушка уверена, что регион привлекательным для туристов делают не только красота природы и уровень инфраструктуры, но и сами люди. Я 4-й раз в Ингушетии как участник и как организатор блог-туров. Больше нигде 4 раза не была, поэтому Ингушетия мне очень нравится. Мне нравятся здесь люди. Они намного гостеприимнее, чем, не хочу говорить в каких республиках, но они очень душевные. Приятно приезжать туда, где вас ждут. И в этом смысле Ингушетия, она на первом месте. Всегда ждут туристов, всегда ждут, помогут не только министерство, даже обычные люди. Подобные проекты необходимы для развития внутреннего туризма страны. Ингушетия, по сути, совсем недавно начавшая осваивать сферу туризма, имеет все для ее успешного развития, в чем мы еще раз убедились благодаря фотоблог-туру «Выше гор». Харон Аздоев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24. 3 победы Ингушетии. Наши артисты приняли участие в гала-концерте фестиваля «Северный Кавказ. Синтез мира. Синтез искусств». Кто представил наш регион, увидим далее. Сейчас она поет без волнения из своего любимого оркестра, зато с теми же чувствами и эмоциональностью. К слову, это и стало залогом успеха Любови Барахоевой. Несмотря на то, что конкурс проходит в онлайн-формате, переживаний было немало, признается артистка. У меня же академический голос, поэтому это тоже меня мучило. Но оказалось так, что они отобрали эту песню. И именно живьем. Как вы думаете, почему эта песня, в вашем исполнении получила первое место? Наверное, потому что наш дорогой оркестр народных инструментов, уважаемые музыканты, спасибо им, они мне играли, аккомпанировали, а я пела от души. Фестиваль «Северный Кавказ. Синтез мира. Синтез искусств» прошел в 2 этапа – отборочный онлайн-тур и гала-концерт для победителей. Разнообразие номеров могло удивить любого зрителя, но грациозность ингушских девушек и ловкость наших парней в очередной раз влюбили в свою культуру жюри. Ведь именно через танец солисты передают всю любовь к родине. 3 номинации и 3 победы. В фестивале приняли участие творческие коллективы народного творчества. Однако лучшим стал ансамбль «Сунджа» с постановкой «Мне снится Ингушетия». Участвовать в таком конкурсе Умар Гулиев решил спонтанно, но талант юных дарований из Ингушетии не оставил никого равнодушным. Сами ребята от природы, что ли. Мало того, что я такой, конечно, я лучший хореограф, самый скандально известный, это все прекрасно. Но в любом случае много зависит от руководителя самого. На самом деле я сейчас, получаю сам себя пиарю, но на самом деле много зависит от руководителя и от каждой постановки, которую делает руководитель. В фестивале выступали 195 участников победителей регионального отборочного этапа, среди которых и артистка Госфилармонии имени Ахмеда Хамхоева. Хадибекова вышла на сцену после долгого перерыва с большим вдохновением. Любимая гармонь не сходила с рук и на карантине. Девушка признается, для профессионала нет понятия, не хватает времени, бывает нет желания. Песни спела, 4 песни у меня было на русском и на ингушском языках, фольклорные народные песни, которые для меня написала Мадина Барахоева. И исполнила 2 своих инструментальных номера. Тяжело было вот так, без подготовки, исполнять песни? В принципе, времени было очень мало, потому что впритык прямо мы только и узнали о конкурсе. Но подготовка была. Сыграли, не подвели. Богатство народных танцев, самобытность песенных мелодий, поэзия в исполнении. Все это фестиваль «Северный Кавказ. Синтез мира. Синтез искусств», который прошел в конце сентября и показал грандиозное шоу с горячим кавказским темпераментом. Главной изюминкой во всех выступлениях был простой слог и добрый смысл, которые передавали все величие нашей культуры. Ну а победа в этом фестивале лишний раз доказала – красота в простоте. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь на Национальном.